В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Юрий Осипов. Здравствуйте. Третий год подряд Якутия неизменно входит в число победителей конкурса «Лучший орган внутреннего государственного муниципального финансового контроля». И это несмотря на то, что наш регион очень большой, с рядом труднодоступных мест, что может осложнять выездные проверки. Об особенностях контрольной работы мы сегодня и поговорим. Наша гостья в студии Варвара Иванова, заместитель министра финансов Республики Саха-Якутия. Варвара Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и прежде всего расскажите о вашем коллективе. Сколько человек отвечает за внутренний государственный финансовый контроль и контроль в сфере закупок в Минфине Республики? Министерство финансов Республики Саха-Якутия осуществляет внутренний государственный финансовый контроль, а также контроль в сфере закупок. Но в этой области работает очень высокопрофессиональный коллектив, состоит из 44 человек. Действительно, работа проводится очень много. Наши ревизоры Министерства финансов ездят по всей республике, работают, конечно же, с организациями любой отрасли, вникают во все сферы жизни. И, конечно же, я хочу отметить, что для 44 человек это и для такого большого региона с большим бюджетом этого недостаточно, охват у нас небольшой, можно сказать. И скажите, вот при таких условиях сколько ежегодно проводится контрольных мероприятий? Контрольных мероприятий у нас проводится достаточно много, это свыше 500 контрольных мероприятий. Но, конечно же, объектов контроля у нас очень много. Как я уже сказала, бюджет у нас достаточно большой, бюджетополучателей очень много, тысячами. Но перед нами не стоит задача всех охватить. Мы применяем рискоориентированное планирование с учетом, конечно, многих факторов, таких как объем, конечно же, выделяемых средств. Но следует также отметить, что у нас с каждым годом увеличивается количество внеплановых контрольных мероприятий. Это, конечно же, у нас по поручениям главы республики, по поручениям председателя правительства, по требованиям правоохранительных органов, по обращениям граждан. А скажите, происходят ли сейчас какие-то глобальные изменения в сфере государственного контроля финансового? Да, хочется отметить, что сейчас проходит большая реформа в области государственного финансового контроля. В первом чтении у нас приняты изменения в бюджетный кодекс. Это в части дополнения новыми методами контроля. Это такие методы, как анализ, наблюдение и контрольный мониторинг. То есть, соответственно, уже исходя из названия этих методов, понятно, что акцент у нас будет смещен в сторону предупреждения. А скажите, вот сопровождается ли снижение нагрузки на объекты контроля также смягчением мер ответственности? Тут следует отметить, что действительно есть у нас такая мера, как бы одновременно, можно сказать, введены такая мера, как предупреждение, это, можно сказать, смягчение, это для первого раза, но в то же время одновременно расширяются меры ответственности. Тут еще прорабатываются сейчас новые меры ответственности, это в части контроля за дотациями из вышестоящего бюджета, а также в части контроля за субсидиями по юрлицам. Ваше ведомство осуществляет еще одно контрольное полномочие – это контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. Какие бы отметили нововведения в этой сфере? Контроль в сфере закупок непосредственно, конечно же, связан с той политикой, которая проводится государством в области государственных закупок. Это у нас так называемый национальный режим и поддержка субъектов малого и среднего бизнеса. В этой области, конечно же, мы контролируем, чтобы наши заказчики закупали у субъектов малого предпринимательства и, конечно же, в целях поддержки отечественного производства у отечественных производителей. И вот за время вашей работы произошло много законодательных и методологических изменений. Можно ли сказать, что сейчас контролер стал другим? Да, действительно, в соответствии со стремительно меняющимся миром, конечно же, у нас тоже повышается, естественно, очень много изменений. Конечно же, это развитие информационных технологий. Если раньше ревизор, конечно, у ревизора больше была бумажная работа и непосредственно на объекты выходили. Сейчас мы уходим в сторону того, чтобы проверять путем доступа
к информационным технологиям. То есть у нас есть доступ к информационным базам, и у ревизора больше аналитическая работа. То есть, но при этом следует отметить, что все равно те цели, которые были заложены изначально, это контроль за расходованием народных бюджетных средств, это те принципы, базовые принципы, они, конечно же, остаются. И вот сейчас можно ли сказать, что ревизоров стало больше или меньше, или их количество не меняется с течением времени? Ну, конечно, количество определенным образом, конечно, постоянно меняется, появляются вот новые сферы, новые, расширяются, можно сказать, расширяются полномочия в этой сфере. Мы это, конечно же, связываем наше будущее, конечно, с развитием, вот, как я уже сказала, информационных технологий. В интересах граждан, чтобы нарушение было совершать либо невозможно, либо неповадно. Вот что можно сказать об этом? Приближаемся ли мы к этой цели? Да, конечно, все изменения, которые связаны в законодательстве, вся та работа, проводимая не только нами, а всеми участниками бюджетного процесса, она прежде всего направлена на эффективность бюджетных средств. То есть те средства бюджета, чтобы они достигали конечного результата и конечного эффекта для нужд наших граждан. И вот каким образом проходит работа ведомства по развитию контрольной деятельности в сфере финансового контроля? Ну, у нас большая работа еще в сфере нормотворчества проводится. Я являюсь членом рабочей группы Минфина России по развитию государственного финансового контроля. И в этой связи мы непосредственно принимаем участие в нормотворчестве, то есть в режиме реального времени очень большая работа в этом направлении проводится. Также помимо тех контрольных полномочий, которые осуществляют наши подразделения, мы большую работу проводим в сфере профилактики. То есть мы проводим очень много семинаров, обучающих мероприятий, также просветительскую работу среди молодежи, среди студентов и школьников проводим, рассказываем, что такое эта профессия ревизора. И вот говоря о профилактике и просветительской деятельности, можно ли сейчас сказать, вот, какие плоды приносит эта работа? Да, конечно, мы видим, что если раньше уже когда анализируем за ряд лет, конечно, мы видим, что если непосредственно работа проводится, и по итогам контрольных мероприятий уже мы видим, что эффект есть. Именно те же нарушения, конечно же, не допускаются. Но появляются, конечно же, новые виды, потому что действительно очень много бюджетных средств, различные вот условия тоже меняются в этой связи. Можно сказать, те, которые эффект есть, я считаю, что эффект есть, конечно же. И вот в этой связи невозможно не упомянуть финансовую грамотность общества. Вот можно ли сейчас сказать, что подрастающее поколение более финансово подковано, чем, допустим, предыдущее? Да, можно сказать, что мы видим, что молодежь у нас очень грамотная, очень насущные. Когда мы общаемся с молодежью вот, в рамках наших просветительской программы, мы видим, что она очень активная, она очень инициативная. Также у нас хочется сказать, что у нас в коллективе работает тоже очень много молодых ревизоров, и, соответственно, преемственность поколений у нас сохраняется. Наши опытные, мудрые наставники, ревизоры передают опыт молодому, подрастающему поколению. И нас очень это радует, что у молодежи очень активная позиция. И до конца года остается меньше 2 месяцев. Можно ли сейчас подвести какие-то промежуточные итоги деятельности ведомства? Да, конечно же, у нас большая работа была проведена, как я уже сказала, что охватывается, конечно, многие отрасли, очень важные отрасли, да, в рамках реализации национальных проектов. Также у нас в этом году было много проверок, акцент сместился в сторону контроля за доходами, если раньше этого не было. Также перед нами еще стоит задача, конечно же, развитие муниципального финансового контроля, также аудита, внутреннего финансового аудита, и также дальнейшая вот реализация
новых методов уже контроля, то есть непосредственно вот с нашими традиционными методами контроля будут развиты вот эти новые. Нам надо внедрить эти методы. Также перед нами стоит задача именно вот, чтобы именно цифровизация. А цифровизация это, конечно же, прежде всего, чтобы те документы, которые были занесены, они были достоверные, точные. И в целом, да, такая большая задача. И также еще задача в краткосрочном плане у нас задача стоит по внедрению новых форм бюджетной отчетности в части контроля. Это у нас, конечно же, та политика, которая проводится в части прозрачности, эффективности контроля достигается. То есть очень подробный отчет будет, и по всей стране будет собираться отчет по деятельности контрольных органов. Что ж, Варвара Петровна, спасибо вам большое, что согласились прийти к нам и ответить на наши вопросы. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.